Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Гостей представлю чуть позже, потому что для начала мне хочется заявить о том, что сегодня замечательный и важный праздник, День российского предпринимательства. Поэтому о чем мы сегодня можем говорить? Конечно, о том, как сегодня в новых условиях работают наши предприниматели, с какими проблемами сталкиваются. Для начала поздравлю всех участников и понемногу представлю. Начну, конечно, не совсем с предпринимателей, но с тем, кто точно знает, чем они живут сегодня, с какими проблемами сталкиваются. Артур Сергеевич Николаев, первый заместитель председателя Союза торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время в этот праздничный день и приехали к нам совершенно из другого города, из набережных Челнов. Павел Валерьевич Евдокимов, генеральный директор группы компании «Инжиниринг Плюс». Рады вас видеть. С нами сегодня Тимур Шамилевич Булушев, основатель и директор компании «ТРИС». Рады вас видеть. Тоже приехал издалека. Бугульма? Из Бугульмы, Бугульма, да. если не ошибаюсь, да. Эльдар Гумарович Гелимханов, директор компании Simple, Нижнекамск. Да, Нижнекамск. Нижнекамск. Еще раз добрый вечер. Итак, у нас сегодня много иногородних бизнесменов, новые лица, интересные лица. С ними интересно сегодня разговаривать. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас можно смотреть прямо сейчас в группе ТНВ ВКонтакте. У экспертов есть пульты, кнопочки на пультах. Если вдруг не согласны красный, согласны синий, белый, отношусь нейтрально. Для начала хочу озвучить результаты нашего соцопроса в соцсетях. На этой неделе муссировали слухи, что возвращаются иностранные бренды под другим названием, то ли уходят и так далее. Задали вопрос аудитории нашей интернета. Ждете ли вы возвращения популярных иностранных брендов? Да, наши бренды оказались дороже, в этом уверены 19% проголосовавших. Нет, мне хватает российских товаров, так ответили большинство, почти 50%. И не заметила разницы, так считают 33% проголосовавших. Телезрители также могут принять участие в голосовании. Вопросы вы видите. Итоги подведем в конце программы. И вот для начала, как бы вот прокомментировали вот подобный срез мнений интернет-аудитории? То есть вообще зрители-то ничего, аудитория-то ничего фактически не заметила, ни ухода, ни прихода. Павел Валерьевич. Ну, я думаю, что во многом... Здесь, наверное, несколько причин. Одна из них просто пока еще не успели. Пока еще не все склады распроданы. Пока еще какие-то старые вещи не сломались и не пошел покупать новые. Ну, многие, знаете, тот же сам телефон. То есть пока он тебе не нужен, старый работает, ты не знаешь, что там в этом магазине. Вот. Ну, плюс какой-то, наверное, патриотический подъем есть. И наш ответ Чемберлену, он вот будет такой гордый и непримиримый. Мне кажется, мало времени пока прошло, чтобы вот то есть пока мы до конца не прочувствовали определенных минусов в этой ситуации? Ну, я думаю, пока еще да. Артур Сергеевич, на ваш взгляд? Ну, во-первых, не все ушли, даже кто заявлялся. Некоторые ушли, скажем так, в тень. И из тени наблюдают там по ситуации, что происходит, и готовы выйти в любой момент. Потому что многие же предприятия или там торгующие организации, они просто ушли, даже не уволили своих сотрудников, а просто находятся в выжидательную позицию. Да, то есть выжидательную позицию, поэтому я думаю, действительно, пока еще непонятно, кто уйдет в итоге, как уйдут, и вообще будет ли уходить, поэтому... Ну и определенным дефицитом мы на себя пока не прочувствовали. Да? То есть в отличие, наверное, от наших уже работающих на производстве. Тимур Шамилевич, ваш. Я считаю, что потребительские товары на самом деле в России уже научились делать и высокого качества. Поэтому рядовой потребитель этого действительно пока не заметил. И я считаю, что не заметит, пока реализуются те запасы на складах иностранных производителей. Отечественные производители создадут новые продукты и заполнят полки. Я думаю, что будет все нормально. Есть у нас проблемы, конечно, в станкостроении, в электронике определенные, но как бы это не потребительские товары. Поэтому я думаю, что сегодняшний опрос, он отражает действительность. Хорошо, спасибо. Эльдар Гумарович, ваше мнение? Ну, я считаю, если это касается товаров народного потребления, это одежда и так далее, да, тогда бренд, это просто как бы, это бренд. Если одежда качественная, например, да, почему бы ее не носить и без бренда, без шильдика, и без надписей и так далее. Это тоже как бы очень, как бы, я считаю, брендирование вот это вот, которое есть, да, которое... Мы привыкли, это крупные мировые бренды, их носить, ну, в принципе, их можно и в общем, дело упустить. привычки. Да, дело привычки. Можно упустить, если одежда качественная, почему бы и нет. Хорошо. Все-таки сейчас сегодня большие мероприятия в Татарстане, в том числе по всей стране. Путин принимает Титова, у нас президент встречается с предпринимателями. Понятно, что мероприятие закончится, проблемы, наверное,
останутся. Но, по крайней мере, неожиданные, не то что неожиданные, а многоговорящие аналитические данные мы нашли на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей. Если вот в последнем квартале прошлого года 16,4 компаний-членов РСПП не сталкивались с проблемами, которые могли бы негативно повлиять на финансово-экономические показатели, то вот по итогам этого уже квартала 2022 года не нашлось ни одной организации, решившей ответить, что проблем у нее нет. То есть понятно, что вот эти 3 месяца, начиная с конца февраля, то есть уже потихоньку март уже вошел в этот первый квартал, и первые итоги вот, проживания в новых экономических условиях, в новых экономических реалиях, уже результаты определенные есть, и движение или не, пессимистичные взгляды, возможно, да, то есть человек пока не может заявить, чем закончится этот год. Вот, Артур Сергеевич, сейчас какие настроения предпринимательства вот за эти 3 месяца, если можно подытожить к этому дню условно, что наблюдается, как изменился предпринимательский ландшафт, я не знаю, как настроение? Ну, если мы берем те данные, которые вы сказали, это крупный бизнес, действительно, и им в какой-то степени тяжелее, быстрее реагировать на ситуацию. Они очень сильно зависят от планов. У многих, соответственно, какие-то привязки к государству, к каким-то военным заказам там, и так далее. То есть, в принципе, у них все программы долгоиграющие. И то, что было заложено раньше, им тяжело вот среагировать на изменения ситуации. Что касательно малого бизнеса, среднего бизнеса, они быстрее реагируют, сфера услуг тоже быстрее реагирует, да, то есть они подстраиваются по той ситуации, которая возникает, ищут дополнительные ниши, дополнительные возможности. Да, им тяжелее в какой-то степени, может быть, с финансовой точки зрения, потому что тяжелее к себе подтянуть как раз на новые какие-то там разработки или там продвижение своей продукции. Но, тем не менее, тут как раз где-то в помощь, наверное, и государственные меры поддержки, финансовые. Тем более сегодня, мы знаем, упал там, вернее, Навиуллина чуть-чуть подкорректировала ставку Центробанка, и ожидание у предпринимателей, что это в дальнейшем тоже будет продолжаться. Но здесь какие-то инфляционные моменты, то есть, ну, будем смотреть. Для предпринимателя, на самом деле, самая неприятная ситуация – это когда ты не знаешь, что будет завтра. То есть, когда он не понимает какие-то ориентиры, завтра я имею в виду хотя бы там, ну, полгода или до конца года. Если он участвует в каких-то госконтрактах, то это еще тяжелее, потому что он может законтрактоваться там год назад и предугадать, что увеличится стоимость на металл, там, допустим, ну, практически там, в 1,5, там, ну, где-то на 40, на 30%, но это практически невозможно. Еще тяжелее, если он занимается поставками продуктов питания, например, да, то есть металлом еще где-то можно запастись, ну так, если он понимает, что рост будет. Но бананами, яблоками, ну яблоками еще в какой-то степени можно, но бананами, например, это тяжело будет, да. Поэтому вот с одной стороны предприниматели как бы ищут нишу, ищут новые возможности, а они появляются в связи с тем, что как раз уходят какие-то компании, да. Но с другой стороны, вот эта вот немножко неопределенность, это с другой стороны, ну, давит как бы тоже и заставляет больше задумываться. Вот за эти 3 месяца, если мы говорим, стало ли больше обращений, по каким поводам и так далее? То есть как меняется настроение? Ну, обращаются к нам, потому что мы единственный орган, который можем давать форс-мажор, подтверждение обстоятельств непреодолимой силы, да, форс-мажор. Вообще, первые там буквально и до сих пор обращения идут, но в первые там недели, 2-3 месяц, ну, был определенный вал. Больше как раз связано с госконтрактами, потому что изменение цены произошло. Сегодня даже приходил предприниматель, значит, он там выиграл контракт в декабре месяце, должен был в апреле произвести определенные действия. Цена, опять же, вот раз уж металл там поднялась на 30%, соответственно, он уже не в рынке находится. И самое главное, что его начинают уже штрафовать из-за того, что он не может выполнить то или иное там действие. И еще есть один момент в этой части, то есть он еще может попасть в недобросовестных поставщиков. Вот это еще хуже для него на самом деле. И вот выйти из этой ситуации вот тоже в какой-то степени стараемся помочь. Хорошо, спасибо. Сейчас, Павел Валерьевич, вот ваша компания, во-первых, чем занимаетесь? Собственно, если вы проходили вот этот бы опрос российских союзов или просто аналитиков, как бы вы сказали? То есть за вот эти 3 месяца как изменились настроения в компании? Эти 3 месяца, смотрите, у меня бизнес, с одной стороны, климатический бизнес, но как бы три разных бизнеса. То есть это производство,
это дистрибуция оборудования, как импортного, так и отечественного, климатического, и, собственно, монтаж, сервис. То есть вот это 3 разных там бизнеса, которые живут своей жизнью, каждый по отдельности. И вот, ну, общее, что их объединяет, это, конечно, спад объемов, это вот скачки цен. Скачки цен, причем сначала безудержный рост, потом падение, там, ну, чуть-чуть откат назад, то есть как бы и так далее. Вот, поэтому я абсолютно соглашусь вот с коллегой, что ситуация, когда ты не знаешь, что будет там через неделю, через месяц, да просто завтра, вот снова там доллар там 50, то он там 150, да, то есть и вот что делать-то в этой ситуации, то есть, когда закупки в долларах. Вот. С одной стороны, вот это объединяющие вещи есть, а так зависит, кто-то даже выиграл от этой ситуации. Вот с тех, с кем мы общаемся, с коллегами, то есть у кого производство сложно-техническое какое-то относительно продукции, и ему было трудно зайти на рынок, потому что на рынке закрепился там конкурент там, европейский или какой-то еще. Сейчас европейский конкурент ушел, у людей появились заказы, объемы и так далее. Дай бог только, ну, там справиться. Вот. У кого-то прям спад объемов серьезный. Ну, вы сейчас тоже говорите, что у вас спад объемов. По какому из направлений, о каких процентах может идти По речь? направлениям, там проценты, я не думаю, что они как-то коррелируют в целом с рынком, да, то есть это все-таки, как говорится, личное мастерство отдельных предпринимателей. То есть здесь можно что сказать, что по, допустим, монтажу, ну, стройка, да, то есть стройки, мы все знаем, что со стройками происходит. Во-первых, замораживается часть объектов на сегодняшний день. Они, в принципе, с начала года, еще даже до начала вот, специальной нашей операции, то есть как-то уже, ну, видимо, напряженность в воздухе висела. То есть как бы бюджетных объектов было вот, очень намного меньше, чем было там, год назад, 2 года назад. Бюджетных объектов они были, но вот, а сейчас часть из них еще и заморозилась. Вот. То есть большинство объектов, которые я сейчас вижу, на которых мы монтируем или на которых мы продаем оборудование, это объекты, вот, это бизнес. Это какие-то коммерческие объекты, то есть это кто-то что-то там строит, достраивает, особенно если достраивает. То есть он там из последних сил, все деньги, как только начались вот эти вот вещи. Вот. Производство, ну, у нас несложное производство, нам проще всего, да, только от цены на металл зависим, вот опять же, все остальное, ну, пока станки еще работают, там каких-то проблем нет с заменой станков. Конечно, если перевооружаться и так далее, опять же, расширяться, вот вопрос будет, то есть, а сможете расшириться? Ну, вопрос, а смогут нам станки продать? Сможем мы их купить? Потому что у нас со станкостроением в стране, ну, прям совсем все плохо. Хорошо, спасибо. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Итак, продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Сейчас вопрос Тимуру Шамилевичу. Мы сегодня, еще раз напоминаю зрителям, мы говорим о Дне российского предпринимательства, о том, как предприниматели себя чувствуют в последние 3 месяца в новых экономических реалиях. Тимур Шамилевич, с чем столкнулись? Вот если бы проходили соцопрос, что бы ваша компания сказала на данный момент? Вы как руководитель? Хорошо нам или плохо? Вы Хорошо хотите вам или спросить? плохо, да. Вопрос, конечно, интересный. На самом деле, я думаю, что нет ни одного предпринимателя, который бы не столкнулся с изменениями в бизнесе. У кого-то это изменения позитивные, у кого-то это изменения негативные. Но в любом случае все столкнулись с определенными задачами, которые нужно решать. У нас их было более чем предостаточно. То есть у нас, скажем, так же, как и у многих предпринимателей, да, продукцию мы производим здесь, на территории России, но часть сырья импортная, часть была европейская, часть была из Китая. С Европы поставки прекратились, с Китая затруднились. Соответственно, нам пришлось заниматься тем, что искать новые рецептуры. У нас химическое производство, аэрозоли. Соответственно, искать новые рецептуры, заменять сырье, которое было европейское. То есть мы амалогировали некоторые даже российские компоненты, на которые раньше не обращали внимания ввиду того, что, ну, в принципе, все есть, на цене не сильно сэкономишь, как бы работали на европейских, на стандартном качестве. Сейчас могу сказать, что в этой части мы с этой задачей справились. Импорты заместились вообще, да? Импорты заместились, где-то переориентировались больше на Китай, где-то ввели новые компоненты российские. Это приятно на самом деле.
Вот. Ну, большая проблема была, конечно, с курсовой разницей, с резким скачком курса. И общая тенденция такая вот на нашем рынке. Была сложившаяся ситуация, когда поставщики представляли отсрочки своим клиентам, нам как заводу. Мы, соответственно, имели возможность предоставлять отсрочки своим клиентам, торговым сетям, магазинам и так далее. Сейчас резко сложилось так, что поставщики говорят: нет, мы вам отгружаем теперь только в предоплату, а финансовый весь бюджет, он сверстан, то есть просто так откуда-то взять деньги и начать закупать в предоплату невозможно. То есть у нас была определенная финансовая яма, финансовый разрыв. Ну, соответственно, вот сейчас справляемся с этим потихонечку. Также пришлось перевести наших покупателей на предоплату, но могу сказать, что многие относятся с пониманием, как бы все хотят выживать, все хотят работать. Вот, ну, живем, работаем. Все будет хорошо. Так, все-таки оптимистичный прогноз. Ильдар Гумарович, с чем столкнулась ваша компания и какие прогнозы вы себе бы дали? Скорее хорошо, скорее мертв, чем жив, скорее жив, чем мертв в этой ситуации, как у Буратино. Ну, вначале мы как бы не почувствовали, в первый месяц мы не почувствовали ничего как бы плохого, да, сбыт шел, работа шла. Но это было как бы по накатанной, это шло. Ну, соответственно, дальше у нас начались проблемы. Начался увеличиваться курс. У нас застряло оборудование, которое мы приобрели, но авансы оплачены уже, да, нужно было платить остатки и забирать. И это был очень высокий курс, для нас это было очень проблемно. Мы изыскивали средства, как бы, да, платили по дорогому курсу. Да, если бы, конечно, знали, что так он упадет, мы бы, наверное, чуть подождали и приобрели по выгодному То есть, ну, в итоге курсу вы приобретали по тому курсу, да? Да, там порядка $120, 120 рублей за доллар приобретали и завозили оборудование. Это для нас было, конечно, не очень как бы хорошо. Сейчас чувствуется спад производства, не производства, а именно сбыта. Производство идет, работаем на склад, но чувствуется сбыт уже не такой интенсивный, как в прошлом году, например. Порядка на 30% сбыт упал. Если вот мы сравнивали, аналитику проводили, в прошлом году было получше, поживее шло все. Ну и, конечно, это курс доллара, да, соглашусь, все на это акцентировали. То, что если бы он был стабильный, например, всегда курс рубля и доллара был одинаковый, да, без этих, да, наверное, предприниматели чувствовали бы себя намного увереннее и легче преодолевали бы любые препятствия. По-моему, самое непредсказуемое сегодня так и будет, да? Я так понимаю, поэтому о планах говорить сложно. Но в любом случае, я все-таки сейчас хочу вернуться к встрече президента Рустама Минниханова с представителем малого и среднего бизнеса республики. Ряд участников сегодня были и участвовали в этой встрече. Давайте просто выслушаем, что сказал президент. Наверное, это его главная фраза, и с этого начнем еще и дальнейшее обсуждение. Предприниматель – это наша основа, это наша главная задача – создать мощный средний класс. Люди способные, самодостаточные. И такими людьми могут быть только люди, которые имеют предпринимательские качества, которые готовы рисковать, которые готовы идти вперед. Но и наша главная задача – поддерживать это движение. В общем-то, вроде важное заявление. Понятно, что, как всегда, в период кризисов предприниматель – это основа, это всегда важно, это всегда нужно. Но в период кризиса особо ощутимо уже, правильно? Мы же понимаем особое внимание этой сфере. Вместе с тем, сегодня прозвучала еще на этой же встрече достаточно интересная информация, что по индексу наименьшего административного давления на бизнес у Татарстана очень серьезный прогресс. Если в прошлом году Татарстан в прошлые годы занимал где-то 60-е место, то есть давление было достаточно серьезным, то в этом году вот прыгнули мы на 4-е место. То есть нагрузка административно на бизнес снизилась. Вот насколько вы, люди, что называется, производственники конкретно, себе все это почувствовали? Насколько это реально, Павел Валерьевич? Ну, сложный вопрос. Опять же, статистику делать там на одном-двух бизнесах сложно. Я сильно не почувствовал, наверное, снижение. Особой нагрузки-то, ну, как бы она есть, к ней привыкаешь, знаете, это как вот, как давление атмосферное, да, оно есть, ничего с этим не сделаешь, то есть ты с ним просто живешь. Вот, сказать, что оно там сильно изменилось в ту или другую сторону, не скажу. Ну, единственное, что, наверное, мне кажется, вот в качестве, то, что касательно
налоговых каких-то проверок, вот этих встречных, и, то есть это просто, ну, это через день, то есть как бы приходят какие-то вот запросы, то есть как бы это постоянно, это вообще там отдельные люди сидят и работают просто на налоговую. Единственное предложение, когда им уже налоговая начнет платить зарплату, потому что они на меня не работают совсем. Вот, они в ту сторону. Или хотя бы как-то пополам. В общем, особого снижения, изменений Нет, не мне кажется, почувствовали. только увеличивается. Да, Эльдар Гаварич. Да, смотрите, я бизнес начинал где-то в 2009 году, да, и могу сказать так, когда мы начинали бизнес, давление было очень большое, прям реально. Приходили структуры, все проверяли, как бы, да, очень много было предписаний, устраняли. Практически все приходили и устраивали выездные проверки и так далее. Начиная где-то с 2017 года начало уменьшаться количество этого проверок. Вот реально прям почувствовалось, потому что был направлен от руководства республики как бы вектор, чтобы дать предпринимателям чуть-чуть волю и снизить нагрузку. Да? И вот начиная где-то с 2017 года все это пошло все ниже и ниже, меньше и меньше. Да? И в 2019 году, когда вот началась эта пандемия, то практически это свелось к нулю, практически к нулю. Конечно, есть проверки, которые касаются там безопасности. Это они должны быть, да, как бы мы с этим согласны. Но такие, например, как экология, например, да, и так далее, ну, это уже минимизировалось. Даже приятно слышать, вы первый человек, наверное, первый бизнесмен, который об этом говорит. Тимур Шавильевич, а что у вас? Я могу сказать, что проверки стали системными. То есть я хочу сказать, что не систематическими, а именно системными. То есть если раньше, у меня также предпринимательский опыт с 2001 года, то есть я могу сказать, что сейчас понятно, что ожидать. То есть любая проверка, которая приходит, она должна быть зарегистрирована на сайте, соответственно, ты заранее понимаешь, что у тебя будет такая проверка, ты заранее читаешь законодательство, соответствовать стараешься максимально. Ну и то есть уже подход конструктивный в момент проверки. Сейчас введен мораторий на проверки, это на самом деле тоже приятно, потому что не хочется как раз сейчас отвлекаться, задумываться о том, что ты должен что-то делать и готовиться где-то. Но что касается нашей организации, мы все, что можно, в прошлом году уже прошли. Так что, в общем-то, у нас там и Ростехнадзор, и Роспотребнадзор был. Вот. Ну, а налоговая здесь, налоги платить надо, как бы как давили, так и давят. Хорошо. Артур Сергеевич, а вы что фиксируете? Насколько реально 60-е место и 4-е место? Вот, с чем связано? С пандемией в конечном итоге, с первыми введенными мерами тогда? Ну, во-первых, когда сказали, что проверок будет меньше, вернее, вообще отложили проверки, да, в этом году, я могу сказать сразу же, по-моему, было заложено плановых проверок в Республике Татарстан по предприятиям более 2200. 2212, по-моему, проверок, которые тут же налоговая инспекция сказала, все, мы проверять не будем, то есть это которые как раз по плану должны были быть. И на самом деле другие госорганы тоже, многие вот плановые проверки, которые были заложены, они тоже вот... Я даже встречал ребят, которые говорили, нам в этом году нас должны были проверить. Они посмотрели, их убрали из плановых проверок. Другое дело, что действительно есть внеплановые проверки, которые остаются все равно, но они согласовываются, кстати, с прокуратурой, и причем на уровне первого лица, который должен согласовать приход. И то, что говорят ребята, это действительно так. Камеральные проверки, они все равно, конечно, есть. Да. Это, в какой период они вообще обязательно? Другое дело, да, вот другие органы, контролирующие, надзирающие, это вот меньше стало. Но все равно немножко и айтишников, хотя, кстати, Казань была первой, кто сразу же сказал, что мы не будем после выявления каких-то там моментов, мы не будем штрафовать, мы будем приглашать, мы будем просто подсказывать, да, что надо сделать в той или иной ситуации. У меня есть обратная связь, где-то даже выскакивало, что действительно попадали люди на штрафы, но даже вот таком в ручном режиме, когда доводили как бы эту информацию, то, в общем, предприниматели не морщили на деньги, скажу так.
Хорошо. Сегодня во время этой встречи тоже как раз прошла очень важная информация, о которой говорили в том числе предприниматели на встрече. Тимур Шамильевич мне подтвердит по поводу ставки Центробанка и льготных ставок по кредитам. Как раз во время встречи президента с бизнесом, президента Рустама Минниханова, Центробанк России снизил ключевую ставку до 11% годовых. И это ведет к снижению стоимости кредитов. Мы надеемся, да, что повлияет на деятельность бизнеса. Глава Центробанка, правда, Эльвира Набиуллина вот что сказала. Заявила, что ближайшие кварталы будут непростыми для России. По ее словам, российская экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам страны. Алсу Кузнецова на встрече у президента спрашивала как раз о льготных кредитах. Вот насколько эта ставка сегодня, вот снижение этой ставки стало подарком предпринимателям? И насколько ждете, до какой ставки должны упасть льготные кредиты? Ну, любой предприниматель ждет, когда до нуля упадет, наверное. Нет, ну понятно. Давайте говорить о реальных вещах. Подарком это Сегодня... назвать сложно. Пока. Так, Не сложно. не До та цифра. 11 как бы уже подарок, да? Сначала сделай, чтобы тебе было плохо, а потом верни все обратно. И уже будешь 11 радоваться, счастья, да? Да, уже теперь счастье. Насколько реально должна быть... Нет, несомненно, снижена? тут даже дело не только в предпринимателях. Мы же все, надо понимать, мы в цепочках. Все То есть зависимы. вот мне, например, непосредственно ставка, в общем, вообще не особо принципиальна, да, то есть мне кредитные деньги, ну, мало когда нужны, потому что кредиты от поставщиков есть и так далее. Но стройка, вот, ипотека, вот это вот стройки зависит, стоят. конечно. На сегодняшний день, то есть вот в связи с последними событиями, то есть очень много строек там встало, заморозилось, девелоперы не знают, что делать. И вот это огромная проблема, и, конечно, надо возвращать до психологического, когда снова ипотека заработает. Сейчас она стоит. Хорошо. Вынуждены прерваться на новости Татарстана. Увидимся сразу после них. Не переключайтесь. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Приветствуем всех телезрителей. Так, сегодня День российского предпринимательства. И сегодня с предпринимателями говорим об их жизни, настроении, проблемах, перспективах, возможных даже прогнозах, если их возможно строить в это время. Остановились мы в первой части на снижении ключевой ставки Центробанка, о чем было объявлено сегодня, до 11%. Павел Валерьевич вот сказал, точнее все, наверное, да, здесь согласились, что, в общем-то, вроде бы не так и... Не столько бы хотелось, можно и ниже. Артур Сергеевич, как думаете, сколько реально и вообще насколько сегодня вот это снижение изменит настроение бизнеса? Вы знаете, были некоторые программы, которые так и остались на низком процентной ставке, если мы говорим. То есть это фонд развития промышленности, например, да, если там связаны с программой развития станкостроения, экспортные программы, они так и шли, причем суммы довольно-таки большие, там до 500 миллионов, под 1%, 2%, 3%. То есть они даже не, государство не изменило вот эти вот ставки под специальные проекты. Я думаю, если мы вернемся, историю где-то на полгодика назад, вот те ставки, которые тогда были, это более привычно будет для предпринимателей. Но мы можем прогнозировать, вот я не знаю, конечно, нехорошее слово, да, теперь уже прогнозировать, но можно прогнозировать, что будет снижение и дальше в дальнейшем? Тут очень много векторов, которые на рынке взаимодействуют, поэтому сейчас что-либо говорить. Вот сейчас снизили, государство же тоже смотрит, а что будет дальше? То есть экспорт, импорт, какие-то движения, какие-то послабления, те же, может быть, санкции или, наоборот, утяжеления какие-то. Вот от этих многое будет зависеть, поэтому сейчас сложно сказать. Я думаю, пока тяжело. Сейчас смотрим реакцию того же рынка на 11%. Что там будет происходить? Потом дальше. Тимур Шамильевич, а вы как считаете, все-таки 11? Естественно. Много или мало? Хорошо или плохо? Мы четко привязаны к этой цифре, к ставке, поскольку у нас достаточно приличное количество клиентов отгружаются через факторинг. А факторинг напрямую завязан к ключевой ставке, соответственно, сейчас для нас это очень хорошо, что снизилось, мы, соответственно, можем дешевле продавать свою продукцию, в итоге клиенту, соответственно, на полках наша продукция станет дешевле. Пусть 3%, но это все равно уже ощутимо. Хотелось бы, конечно, чтобы все вернулось на уровень прошлого года, но я думаю, что это произойдет, вопрос только времени.
Тоже очень, очень оптимистично на сегодня предприниматели. Может, праздник так влияет, может, праздник так праздник, влияет, праздник. либо уже состояние определенного шока уже определенное прошли, да. Сейчас еще хотелось по мерам поддержки. Достаточно много их было, но сегодня на встрече с президентом Рустамом Миннихановым руководитель предприятия Айдар Гатауллин попросил установить для резидентов промпарка республики льготные условия выкупа земли под работающими предприятиями. Он рассказал, что ему пришлось выкупить землю в несколько раз дороже после прошлогоднего постановления Кабмина. Это вызвало резкую критику президента в адрес профильных министерств. Это Минзем имущества и Минэкономики. Предлагаю посмотреть, а потом продолжить. В марте прошлого года Кабмин постановил, собственники зданий должны покупать землю вместо льготной цены за полную кадастровую стоимость. Мы вынуждены эту землю сейчас выкупить где-то более за 5 миллионов рублей. Раньше, до принятия этого положения, он нам обошелся где-то 600 тысяч. Зачем вы подняли это? Зачем нужно было это делать? У нас вон бездельники выкупили землю, ничего не делают, да? И ничего не можем сделать. Люди пришли, построили завод, взяли кредиты, значит, это. Но это же земля работает, все равно налог же они будут платить. Давай более внимательно посмотрите, вам и вам. Зачем вы там, где не шишится, это придумываете? Ну, жесткая реакция была достаточно. Понятно, что сегодня это, наверное, одно из самых ярких заявлений и проблемных. Тимур, вот реакция такая президента. Вот здесь можно прогнозировать, что отмена произойдет постановления Кабмина? Ну, у нас в республике принято так, если президент сказал, обычно выполняется. Я думаю, что в данном случае так же и произойдет. Но я бы сказал, что вообще почему бы не относиться ко всему Татарстану как к единому большому промышленному парку. Мы все предприятия, мы все производим. Ну, почему бы не сделать те же самые льготы, которые мы имеем в промпарках, на других территориях? И я думаю, что это было бы инвестиционно привлекательно для других регионов, и бизнес шел бы, и капитал шел бы в республику. Я думаю, что, ну, если говорить в части земли, то под действующими предприятиями землю выкупать не только в промпарках, но и на других территориях нужно на льготных условиях. Хорошо, я думаю, что какие-то движения будут, и я думаю, что мы достаточно быстро все это услышим. Сейчас вот это все равно один из мер поддержки. Вот на данный момент какими мерами поддержки воспользовались ваши компании? Из действующих, из новых предложенных? Или на какие меры поддержки, о каких мерах поддержки вы мечтаете или воспользовались бы в будущем? Чего ждем? Павел Валерьевич. Никакими... Никогда? Вот даже в пандемию? Нет, скажем не так. Когда-то, раньше, может быть, вот сейчас и в пандемию ни под какой квет мы как-то не попали. Ну и, собственно говоря, и вообще у меня своя позиция по этому поводу. Не надо нам помогать предпринимателям, мне кажется, особенно в части раздачи каких-либо денег, не дай бог. Потому что очень велика вероятность, что из поддержки малого и среднего бизнеса это превращается в поддержку отдельных представителей малого и среднего бизнеса. Зачем? То есть в этой ситуации Я считаю, такая, что и государство должно заниматься инфраструктурными крупными вещами. Вот как, в частности, ну, то есть выкуп земли, то есть это же для всех выкуп, не для этого предприятия. Или там, ну вот единственное, что только для тех, кто в промпарках. Но это, тем не менее, большая категория предприятий. То есть как бы для них это должны быть крупные вещи, инфраструктурные, а не какие-то там раздача денег. Вот я считаю, потому что слишком велика коррупционная. Тимур Шамильевич возражает? Да. Я считаю, что... Конечно, каждый из предпринимателей скажет, что вы нам не мешайте и помогать нам не надо. Но с другой стороны, если мы говорим о темпах развития, то без денег развиваться невозможно. Много идей у предпринимателей, многие готовы рисковать, готовы вкладываться, но просто деньги получить невозможно. А под красивое слово никто тебе не даст ни оборудования, ни сырья. Поэтому я считаю, что поддержка должна быть адресная. И сейчас нельзя говорить о том, что поддерживают кого-то, своих и так далее. Мы на самом деле регулярно, постоянно сотрудничаем с Фондом поддержки предпринимательства. И сейчас работа там и ранее была, и сейчас особенно систематизирована. То есть ты не встречаешься с человеком вообще. Ты подаешь заявку в электронном виде, через мои документы тебе одобряют, если у тебя все нормально. Если не нормально, тебя отклоняют и говорят, вот здесь поправляй. Соответственно, подаешь заявку, получаешь под льготные ставки кредиты. Но другое дело, что кредиты маленькие, то есть они именно для маленького, для микробизнеса. То есть, но максимальное количество это 5 миллионов, но для среднего даже 5 миллионов это вообще ни о чем. То есть я думаю, что ставка должна быть до 5-10
до 50 До миллионов. 50. 50 5-0. именно, 5-0, да, 50. Хорошо. Какими мерами поддержки уже ваша компания, если вы так убедительно говорите, я так понимаю, что проходили с фондом поддержки предпринимательства, какие меры поддержки воспользовались уже? Мы пользовались льготными кредитами. Также мы постоянно сотрудничаем с Центром поддержки экспорта, то есть мы, соответственно, ездим на выставки. Центр поддержки экспорта берет на себя организацию общего татарстанского стенда, где мы, так же как другие предприниматели, участвуем. То есть мы платим за дорогу, за проживание, соответственно. А самая большая составляющая – это стенд, он оплачен. Здесь, конечно, тоже есть предложение, то есть хотелось бы, чтобы стенды делались под каждое конкретное предприятие. Поскольку порой вот мы едем на строительную выставку, например, Мосбилд, ключевая выставка для нас. Мы, бывает, стоим в обойном стенде, бывает, стоим вообще в зале, имеется в виду, бывает, стоим вообще в непрофильном зале для нас. Ну, потому что как бы много разных, кому-то это нужно, кому-то это нужно. Вот, соответственно, здесь вот как мое предложение, если бы можно было сделать отдельные стенды для каждого предпринимателя, то эффективность этих выставок поднялась бы в разы, конечно. Но поддержка есть. Могу вам ответственно Спасибо, заявить. Эльдар Гумерович. Да, можно тоже добавлю, да, вот, по поводу фонда поддержки предпринимательства, конечно, структура очень хорошая, систематизированная, реально идет оттуда помощь, и никаких какие-то лобби, там, ну, просто там нереально. Там реально через личный кабинет подается. Мы являемся резидентами промпарка Нижнекамск, да, мы являемся резидентами ТАСЭР. Мы получили займ, микрозайм на строительство в промышленном парке. Да, в районе Это 30... из последних мер поддержки, да? Да, это вот буквально мы получили в декабре месяце на строительство. Сейчас уже практически достраиваем, мы уже достроили. И получили еще микрозайм на развитие экспорта. Это все через фонд поддержки предпринимательства. В принципе, эта структура как бы очень живая, актуальна. И я прямо всем советую обращаться и не стесняться. А о чем еще? Какие меры поддержки еще необходимы вот в данных условиях, в которых сейчас мы находимся? Ну, я бы, наверное, так сказал. В основном речь идет по сбытию. Вот у всех, Проблемы. у всех предпринимателей все упирается в сбыт. Был бы сбыт, было бы развитие. Соответственно, есть крупные компании, которые монополизируют рынок, и мелкие, например, не могут с ними конкурировать. Да? И, соответственно, они не могут выживать в этих условиях. И это касается чего? Например, если крупная компания берет сырье у производителя по одной цене, да, а мелкие они не могут по этой цене взять дешевле, да, и, соответственно, они уже сразу неконкурентные становятся. И вот эта разница в цене, она очень влияет на мелких предпринимателей, которые могли бы, например, конкурировать и работать, и сбывать продукцию на уровне крупных компаний. Ну, это что? В чем, да? Светлана, была такая замечательная программа, и периодически они вспоминают предприниматели, особенно производственники, потому что я тоже считаю, что производственники все-таки в первую очередь надо поддерживать, потому что торговля, она выживет, она найдет возможности какие-то, да, для себя, сферу услуг тоже, а вот именно производственники, потому что они не могут свернуть все свое производство, да, и встать, выйти спокойно. Это была программа по субсидированию купленного оборудования, там 50%. Почему? Потому что предприниматель покупал то, что ему нужно, он уже вложился, и потом он участвовал в конкурсе. То есть он или выигрывал, то есть ему государство компенсировало или нет, но это его были определенные риски. И если, такая своеобразная лотерея, если он получал эти деньги, там 50% тогда было, и он эти деньги мог вкладывать или в сырье, или в докупку оборудования, или еще во что-то там, да, то, что ему вот сейчас необходимо. Поэтому вот эта вот программа... Это федеральная программа была или республиканская? Это была республиканская программа, но там софинансирование было, и, соответственно,
интересно, вот она, я думаю, вот самое, я не знаю, там производители согласятся, не согласятся со мной. То есть не пользовались, но было бы интересно или нет? То Думаю, есть что сейчас да. она продолжает? Она... Нет, ее уже давно действует. нет То есть как её раз. нужно возобновить, да? на Ее ваш как раз взгляд? давно уже нет, года, ну, 4-5 точно нету. Но вот производственники всегда, они, когда с ними начинаешь разговаривать, они вспоминают, говорят, да, мы использовали, вот была классная программа. Программа субсидирования 50 на 50, да? Да. так Ну, называемая? Здесь хотелось бы добавить, что хотелось бы заранее знать не то, что ты уже купил, а потом ты, может быть, выиграешь, может быть, не выиграешь. Ты бизнес-план составляешь, ты финансовые модели рассчитываешь, и надо уже заранее знать, по какой цене тебе зайдет оборудование в эту финансовую модель, так или иначе. Поэтому, ну, в противном случае это, конечно, бы, ну, получается хороший подарок, вроде как бы, если ты выиграл. Тебе нужно начинать торговаться. А вот тут я не соглашусь немножко, Так. потому что есть, ну, во-первых, у государства карман не, скажем, не бездонный, да, и есть определенные возможности у государства, соответственно, какие-то должны быть просто критерии. Или направление бизнеса, которое в первую очередь должно государство поддерживать, ну, условно, там, я не знаю, там, медицина, строительство или еще что-то, да, и государство говорит, да, мы здесь вот помогаем, но это невозможно. Я понимаю, Тимур, он, ну, как бы закладывает уже, у него программа развития, там, одно за вторым, за третьим. Он уже получил, понимаете? У него уже в голове программа заработала. Ну, то есть это он правильно говорит. То есть, да, действительно, любой предприниматель, он должен как раз, ну, там, на 3, на 5 понимать, что он будет делать. Вот. Но здесь не всегда так получается, потому что действительно государство, во-первых, очень часто бюджет закладывается только на следующий там, год, например, в лучшем случае, да, и государство не всегда может сказать, какие деньги будут заложены, что там будет заложено, какой возможность там у Но государства. если 5 лет назад еще можно было более-менее войти в эту программу, при сегодняшних Сейчас условиях, совсем да, вот неожиданных прогнозах и непонятно где, что будет завтра и послезавтра, конечно, программа в том формате существовать, наверное, не может. Все-таки она должна с какими-то корректировками пройти. Ты просто рассчитываешь на себя, ты купил на себя оборудование, ты вложился сколько-то, а тут ты поучаствовал в конкурсе, и если ты выиграл, ну, соответственно, ты имеешь определенные дополнительные возможности. Хорошо, Сверху. хорошо, обсудим после рекламы, не переключайтесь. Продолжаем. У нас тут активное обсуждение программы, которая действовала, он сейчас не действует. И вот Павел Валерьевич у нас долго думал, какие кнопки нажать. С кем-то согласен, с кем-то не согласен. Павел Валерьевич, слово говорить. Да, я, во-первых, хотел согласиться, во-первых, про производственников, про производство. Это действительно, ну, одно из самых там трудных и сложных, и там капиталоемких, наукоемких, в общем, это самое сложное. И вот тут сказали, что их надо поддерживать. Вот меня коробит слово «поддерживать», особенно «помогать». Не надо поддерживать и помогать. Развивать, может быть, слово подойдет лучше. И это должно быть в любом случае взаимовыгодное между там, предпринимателем и государством, какой-то взаимовыгодный контракт, в котором, наверное, надо достаточно четко прописывать, Все правила. от кого, чего и сколько. Потому что иначе это вот, ну, получается такой, опа, нежданный подарок, вот тебе денег дали. Это здорово, конечно, для конкретного предпринимателя, но насколько это вот правильно с точки зрения конкуренции, с точки зрения... То есть там много... Я к тому, что вопрос гораздо сложнее, чем просто, давайте всем предпринимателям денег дадим. Они вон плачутся, что у них все плохо. Вот я против этого. Не надо денег давать. То есть как бы, а если и надо давать, то это надо прям вот под четкий контракт и... Точечно, И да? абсолютно верно. На те направления, которые важны для государства там, ну, в данную минуту, Ну, в станкостроение, данное например, время. да? Вот на данный момент. Как-то вот так вот. Да, Ильдар Гумарович, есть что добавить к этому спору? Ну, добавить, я тоже могу согласиться и не согласиться, да, с коллегой, но сейчас вот просто так деньги не дают, вот реально, как бы, да, через фонд и так далее. Есть адресная поддержка. Все, вот, выдают, например, на строительство. Да, вот, и ты должен построить, ввести в эксплуатацию, и чтобы у тебя там все работало. Выдают, например, на поддержку экспорта. Соответственно, у тебя должны быть экспортные контракты, и ты должен отгружать на экспорт. Это для государства тоже это как бы очень большой плюс. И не только для государства, но и для нас тоже. Вот у нас как бы в этом году первые отгрузки пошли на экспорт. Для нас это, ну, как бы тоже большой шаг в развитии.
Хорошо, сейчас к этому вопросу опять. Это импортозамещение. Все, по-моему, знают, да, самое ходовое слово в поисковике, по-моему, тоже с миллионами запросами. Итак, что у вас с ним? То есть вот сейчас Тимур уже проговаривал, да, открыли ряд российских компонентов в самом начале программы. Сюрпризом стало, как я понимаю. Где-то по соседству еще производили, наверное, да? Нет? Компоненты российские. Мы сейчас уже, наверное, говорим не о сырье, а о готовом В целом, потребительском и сырье, продукте. и да. оборудование, да, Ну, все. если говорить про нас, то мы, в общем-то, с самого начала, с февраля месяца, как только события начали разворачиваться, мы стали понимать, что может быть плохо. Мы это уже проходили в пандемию, когда резко пришлось хорошо подумать. Мы сделали тогда антисептики, и наше предприятие ни одного дня не стояло. Мы работали круглые сутки, и, соответственно, как бы и обществу помогали, и своим сотрудникам помогали, и как предприниматели тоже, соответственно, работали. У нас кредиты, то есть нам нельзя стоять. Поэтому сейчас мы уже были немножко научены. Как только понимаем, что ситуация меняется, мы понимаем, что это возможности, мы начали искать. Мы начали анализировать буквально все ниши. Не только свои, не только строительные, но буквально все, там, начиная от интимных товаров там, и заканчивая вот, там, все полностью продуктами питания. В итоге всем, конечно, хотелось выпускать интимные товары у нас в коллективе. Кто переубедил на антисептики? Переубедил маркетинг. Объемы не такие, которые нам нужны. В итоге мы запускаем сейчас 3 новые линейки. Это профессиональный клининг в аэрозольном баллоне, то есть его в России не было. Было европейские поставки. Это линейка спортивных товаров, которые мы тоже нашли. Были поставки из-за границы, из Америки даже. И, соответственно, линейка мото. Все знают там масла, естественно, там те профессиональные спортсмены, они жутко дорогие. То есть мы посмотрели, я просто удивился, покупал себе для мотоцикла смазку для цепи, она стоит 2200 рублей. Я говорю, откуда такая цена? Ну, вот так. Я говорю, ну, я понимаю ценообразование, понимаю, сколько там сырья и так далее. Я говорю, максимум 700-800 рублей на полке, больше не должно быть. Привез в лабораторию, говорю, разложите, будем делать. Все, мы запускаем, у нас линейка мото сейчас есть. То есть 3 новые линейки мы выводим на рынок. Ну, вот это наша реакция на сегодняшнюю ситуацию. Отлично. Но еще, учитывая, что ниша интимных товаров осталась свободной, я так понимаю. Подумаем. Для кого-нибудь, да. Сейчас подсказку дали. Эльдар Гуверович, у вас что с импортозамещением? Замещались, не замещались? Нет, мы не замещались. У нас практически все российского производства и сырье российского производства. Да? Мы пошли другим путем. Мы собрали группу ребят, которые знают микроэлектронику хорошо. И сейчас они разрабатывают на российских запчастях микросхемы платы. На данный момент мы уже освоили некоторые виды плат. Это в виде сенсорных выключателей, датчиков движения, датчиков там, света, дождя. И это все ребята сделали сами спаяли. И все на российских деталях. Ничего импортного нет. Где нашли ребят? Ребята, ну, есть кулибины, да, конечно, без образования. Образования у них такого нет, но они просто умельцы. То есть вы планируете выйти в промышленные масштабы? Да, сейчас у нас пройдет проработка внедрения этих микросхем уже в сами выключатели. Да, идет работа, переговорный процесс с производителями выключателей. Конечно, таких очень мало в России, да, в основном это все опять же заводится из-за границы, уже готовы просто под брендом, под российскими брендами. Но есть компании, которые делают, и мы сейчас с ними пытаемся вести диалог, чтобы наши микросхемы внедряли в наши выключатели, в наши приборы. Ну, на самом деле, возможности, да, вот так смотришь, просто душа радуется абсолютно. Павел Валерьевич, у вас были, как я понимаю, тоже зарубежные, да? Ну, мы если брать производство, то как гнули из отечественного металла так и воздуховоды, так и продолжаем гнуть. Для нас ничего не изменилось, только стоимость металла зависит. С точки зрения дистрибуции оборудования могу сказать, что, во-первых, есть вещи, которые, в принципе, нет никаких возможностей заменить, их можно только купить за границей. То есть, условно говоря, те же самые кондиционеры в России было пару попыток производить, они ничем не кончились. То есть ни один кондиционер в России не производится? В России кондиционеры не производятся бытовые, да, и этому нет никаких возможностей. Нет ни возможности локализации,
потому что ничего нет для этих кондиционеров. И, в принципе, и по объемам, то есть, ну, и планов таких даже ни у кого не было и нет. Вот. Пару попыток было, я сказал, но они потерпели фиаско, в общем, как бы вполне такое объективное, закономерное. Вот. Поэтому в любом случае надо решать как-то вопросы политические, то есть от всего мира закрыться нельзя по всей номенклатуре товаров. То есть всё равно вот это Да, надо что-то, та же самая вентиляция, она, опять же, в нашем рынке кто-то ушел, те же самые кондиционеры японские хлопнули дверью и ушли. То есть ничего, на их место встал Китай и заместил, и, могу сказать, ничуть не хуже, и все замечательно. Вот. Но, опять же, то есть это от японозависимости перешли в Китай-зависимость. В Да? То Китай-зависимость. есть, как бы, насколько это хорошо, пока хорошо, как будет дальше. Вот. По отечественному оборудованию, да, есть определенные сложности. Там какие-то вещи делаем сами и делаются, ну, у нас в России нашими производителями, и вполне себе замечательно. Ну, есть проблемы с определенной номенклатурой, автоматика в частности, вот слабое место, есть проблемы. Ну, с этим везде проблемы, так понимаю, во всех сферах. Что-то А то, Сергей, прорабатывается. Кстати, есть примеры удачные, в том же самом, в Казани и в Нижнекамске есть два производства, производят, значит, для вентиляции, для привода для клапанов. Там. Всё нормально. Только наращивают объемы, потому что, да, рынок закрылся от Ну, всё. привычных Вот европейских. несколько возможностей открылось, да? Все, у А нас то, есть Сергей, работа. Да, что можно сказать тоже за эти 3 месяца слово импортозамещения? Понятно, что все усвоили, все поняли, разные версии есть, да, то ли выполнили успешно программу, то ли провалили окончательно. Все звучало на этой неделе. Как сейчас ощущения? Вот, площадки были созданы по импортозамещению, да, при маркетинговом центре? Да. Были созданы площадки, как раз Минпромторг Российской Федерации, он, ну, обладает большой информацией, на самом деле, то, что реально производится в Российской Федерации, потому что, чтобы попасть в реестр товаропроизводителей, это не делается не очень... Это непростое такое действие, и торгово-промышленная палата как раз это руки, через которые проходит предприятие. Нам приходится, к сожалению, ну, где-то 2 месяца, у кого-то там еще больше, чтобы завести их туда. Есть определенные сложности. Я просто хотел вспомнить, буквально на той неделе, по-моему, пришло письмо, компания Татпроф, алюминием занимается в Челнах, и у них новый проект стартанул, Татпроф Старт, по-моему, называется даже, да. Они предлагают тем предприятиям, которые используют, ну, вот в своей работе что-то из алюминия, ну, может быть, они просто или торгуют, или услуги какие-то оказывают, совместно с ними сейчас начинать производство этих изделий. То есть это вот, это тоже вот предложение, наверное, возникло в результате как раз вот идеи у ребят, которые сидели, подумали, что еще можно делать, что можно заменить. Потому что, на самом деле, предприниматель что делает в такой сложной ситуации? Он всегда занимается, ну, во-первых, инвентаризацией, да, то есть он смотрит, что там у него внутри находится и что можно сделать вот в этой ситуации. И вот одна из идей, наверное, производство, причем они даже, насколько я понимаю, они готовы и вкладываться совместно с производителями вот в эти проекты. Вот это, я думаю, интересная тоже идея. Хорошо, до завершения программы меньше 2 минут. Телезрители проголосовали таким образом, что они больше всего скучают по иностранным брендам, в отличие от интернет-аудитории, хотя, казалось бы, наоборот, все должно было быть. И примерно одинаково уже хватает российских товаров и не заметил разницы. Мне просто в завершении хочется, чтобы каждый из вас какие-то пожелания вот себе, своим коллегам, давайте на этот год. Или до следующего дня российского предпринимателя. Если можно, коротко очень, Павел Валерьевич. Ну, что тут можно пожелать? Мы предприниматели, мы не политики, да, то есть мы политику не вершим, мы реагируем на ее последствия, да. Наверное, всем хотелось бы пожелать наиболее адекватно реагировать и успешно преодолевать все кризисы, которые получаются из-за политики. Хорошо, Эльдар Губарович, коротко очень. Да, конечно, хотелось бы всех поздравить с Днем предпринимателя и пожелать не опускать руки, это в первую очередь даже в трудные времена. Чем труднее времена, тем крепче мы становимся. Хорошо. И, соответственно... Все, спасибо. Тимур Шамиль. Да, однозначно здоровья и бодрости духа. И все получится. Отлично. Это Сергей. Ну, я предлагаю через год встретиться вот с тем коллективом, который здесь, и сказать, кто новые производства открыл у себя. Ну, судя по тому, что сегодня рассказали, они будут, они есть. Мне тоже сегодня хочется поблагодарить вас за то, что в этот праздничный день провели его вместе с нами. Было с вами очень интересно. Успехов!
эффективного, крепкого, успешного процветания. Всего доброго. Спасибо.